Заслуженному артисту России Эдварду Сукупшису 4 июня исполняется 65 лет. Более половины своей жизни актер отдал служению русскому драматическому театру, а начиналось все в родной для него Литве, где уже со школьной скамьи он поступил в драматический кружок, который и стал для него определяющим в выборе профессии. В начале своей карьеры он попал в знаменитый Павежский театр, руководимый в то время Иозасом Мальтинисом, и работал на одной сцене с Донатасом Банионисом. Этот опыт во многом заложил основы его актерского дарования. То, что мне давали учителя, которые меня окружали. Один учитель был, который знал 16 языков, читал на всех языках мира. Другой учитель был, который литературу знал шикарно. Он мне подбирал, что читать, как готовить. То есть я со школы, я благодарен своей школе, конечно. Она из меня уже делала человека. А дальше я попал к Мальтинису, к великому режиссеру тех времен, вообще, гению. Вот они сформировали все то, что есть. Но молодость и дух авантюризма приводят Эдварда Сукупшиса в Якутию, где одновременно с легендарным режиссером Валерием Келепели он становится частью труппы Русского драматического театра. Мне все говорили, там за голову все хватались, ну ты вообще авантюрист. Вообще ехать, играть на другом языке и играть в драматическом спектакле, в смысле драматические актеры очень редко уезжают. Это англоговорящие они ездят, там Англия, Америка, там все. А в нашей профессии это очень сложно. И как я решился, то есть, как ты решился? Для меня был самый главный вопрос, все это задавали. А мне чем более вот это было страшно, тем более у меня силы придавало это, я обязательно поеду. И написал 6 писем по всем, на юг, на север, несколько, 6 городов ответило. Я выбрал Якутск, потому что здесь 46 градусов. Что это такое? Приезжал я где-то на полгода, самый большой. Вот они полгода, уже 65 лет праздную. Таким еще одним учителем моим, который в России появился, это Валерий Яковлевич Келепели, который руководил вот этому театру. Он тоже приехал в этот же год. То есть это очень хорошо, что мы вместе приехали, и он стал создавать театр. И я как бы вот для него очень стал нужным. Я стал работать сразу в работу, очень много работать. А это для актера самое главное. За эти годы он стал настоящим любимцем публики. Им было сыграно более 100 ролей, среди которых особенно запоминающимися стали Блесс из одноименной пьесы «Манье», Генри Хиггинс в «Пигмалионе» Бернарда Шоу, Аметистов в «Зойкиной квартире» Михаила Булгакова. Талант артиста многогранен, хотя его излюбленное амплуа – это скорее комедийный образ, но ему с успехом даются и роли в драматических постановках. Все, как бы не говорили, что нет маленьких ролей, есть большие актеры, да. Но все-таки не те маленькие роли, а формирует тебя как личность, как актера, те большие роли. Потому что они очень сложные, тяжелые. И чем тяжелее и сложнее, тем у тебя, то есть ты формируешься как актер, практику свою осуществляешь, как бы свою техническую подготовку как актер. Вот тот же Валерий Яковлевич Келепели как раз меня сформировал в том плане, что он стал пробовать не только комедийные роли, а стал давать очень сложные драматические роли. И я уже мог играть и то, и другое, и третье. Это великое дело. Актер, ставший настоящим мастером, продолжает активную творческую деятельность. И только за последнее время он сыграл в новых постановках театра. Это «Аристарх» в «Энергичных людях» по Василию Шукшину и в «Созвездии Марии» Владимира Федорова, где сыграл роль Витуса Беринга, которая, по признанию актера, сначала не совсем, как ему показалось, подходила. Вашими стараниями прирастет могущество империи российской. Потомки, внуки, правнуки скажут вам спасибо. России! Вперед! Вперед! Но оказалось так, что, как сам Борисов потом говорил, ну все и говорят, что такой только Беринг был. Значит, вот это тоже счастье актерское, если я сумел убедить, что Беринг такой и только такой.
Помимо актерской деятельности, Эдвард Скупшис еще и преподает актерское мастерство в АГИИК. Но главное – это, конечно же, театр. И вот уже идут последние репетиции перед новой премьерой водевиля «Осенняя скука» по Некрасову, где артист сыграет главную роль. В нашей профессии, в театре, как у нас в театре даже говорят, ни дня без новостей, ни дня без приключений, ни дня без новой какой-то жизни. Вот этим интересен театр.